В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новые возможности. Целью данной смены является популяризация движений детей и молодежи среди молодежи. Ребятам, отдыхающим в детском лагере «Светлячок», рассказали о проекте «Движение первых», чем он привлекателен для молодежи. Протяни руку помощи. Сотрудники регионального управления МЧС сдают кровь для пострадавших в ходе взрыва на заправке в Махачкале. Учеба с комфортом. Данная школа отвечает всем современным стандартам. В станице Червленная открыли школу в рамках федерального проекта образования. На сколько мест предусмотрено учреждение? Рамзан Кадыров сделал обращение по поводу сожжения Корана в разных странах Европы при попустительстве и одобрении руководства этих государств. Политик назвал это вопиющими случаями и выразил свое негодование и жесткую позицию о недопустимости таких кощунственных актов и подчеркнул, что это цинизм высшей степени. Рамзан Ахматович, вот в свете последних событий, то, что происходит в Европе, это вечные и постоянные акции по сожжению Корана. Как вы можете это прокомментировать? Неужели это никак не может закончиться? На самом деле, это боль для мусульманина, больнее, этого ничего не может быть, для нас. Это, даже словами не передать, что как мы воспринимаем это. И мы очень, тем не менее, недовольны, в первую очередь, политикой Запада, Европы, руководство этих государств, которые не только не запрещают, а разрешают, законом охраняют этих сатанистов. Я уверен, что придет день, и мы накажем этих шайтанов, которые позволили себе дотронуться до священного Корана, сказать слова против нашего пророка. У нас в Российской Федерации мы видим, как защищается законом чувство верующего. Путин был в Дагестане, наш президент, когда ему подали Коран, он обнял, сказал, что это будет занимать достойное место в Кремле. А те шайтаны, невозможно назвать их людьми, они поддерживают на Украине этих сатанистов, давая им миллиарды долларов, когда у нас в мире от голода умирают люди. И мы призываем в первую очередь мусульман арабских стран и тех мусульман, которые живут в Европе, Западной, неужели среди вас нет верующих людей, неужели вы никогда не откроете глаза, почему руководство арабских стран, мусульманских стран сегодня не принимают мир. Они же сегодня государства, раньше они были колонны, но у них есть свои послы там, их европейские, западные послы, в арабских странах, исламских странах. Мы же не миллион, а миллиарды. Почему мы позволяем дотрагиваться до Корана? Разве больше есть святое у нас, чем Коран? Когда мы еще раз скажем, в следующий раз, или когда, в каком месте, в каком положении мы скажем, что мы мусульмане, что мы верующие люди, где заключается вера в Бога, и как они смотрят друг другу в глаза. Почему хотя бы Швеции, Дании, несколько хотя бы государств, почему они оттуда не
забирают своих послов. Почему Турция, третья армия у них, мировая, третья армия? Почему они сегодня молчат? Выборы прошли, Эрдоган стал президентом, мы поздравляем его, надеемся, верим, что он наш мусульманский президент, который имеет возможность сильную армию, мощную поддержку и находится в НАТО везде, и сегодня, они почему молчат? Наверное, боятся Америки. Сегодня, как преподносит Америка себя, это иллюзия, У Америки ничего нет. Почему нету? Потому что у них нету, слова «я», и религии, человеческие, чувства, качества нет у них. Они уже, быдло, Я имею руководство Запада, большинство европейских стран, у руля сидят, быдло, которые, вообще не имеют никаких, человеческих чувств. И сегодня, я уверен, 100% мы победим, мы на Украине закончим и дальше пойдем, в те страны, где оскорбляют священный Коран, и они должны знать, если там сегодня нет таких верующих людей, у нас здесь есть, сегодня, насмерть воюют в Чеченской республике, около 10 тысяч воинов, и готовы на замену их 15 тысяч, еще, добровольцев 30, 40, 50 тысяч, сколько, нужно столько. У нас сегодня есть оружие, у нас сегодня есть спецтехника, как он сказал, один представитель Великобритании, мы, даем о себе знать, это начало, это начало, мы дальше покажем Зеленскому, что получается, когда продает нацию своего государства, и тем, кто поддерживает таких шайтанов, и у них ничего нет святого. Вот НАТО сказал, оставьте землю, которая сегодня есть, и тогда мы вас примем НАТО. А мы говорим, кто спрашивает у них, кто будет оставлять, мы не оставляем, нам не нужна земля, нам нужны те шайтаны, которые убивали наших граждан, наших воин. Мы с разных вер, мы сегодня в один флаг стали вместе, не говорим, что мусульмане или христиане или иудеи, мы говорим, что мы братья. И НАТО, все, что они могли, они сделали, больше у них нет сил и возможностей. Сегодня они все, что угодно могут говорить. Мы сами будем диктовать им условия в Украине. Этих шайтанов сначала, где бы они ни находились, уничтожим. Тогда дальше будем говорить настолько, насколько оставим им территорию. Нужна ли вообще Украина нам? Мы будем выбирать. Да, мы будем выбирать, не они. Поэтому я призываю всех россиян, чтобы чуть-чуть выждали, объединились. Я вас уверяю, что мы выиграем эту борьбу за справедливость, за веру, за наше государство, за наш народ, который мы выбрали. Мы благодарны президенту Владимировичу за то, что он определил и сделал такое важное заявление, и выбрал такое направление и стал впереди этого пути. И мы с удовольствием пойдем за ним до конца. Говорим всем мусульманинам, всем, кто имеет веру, чтобы они боролись против этой нечисти, объединились, дополнили наши ряды. Тогда мы быстрее выиграем, и мало погибнет людей, мирных, безвинных, которые они убивают. Путин, мощь, Россия, сила, Ахмад, сила, лава.
Мы сохраним только те традиции, которые нужно соблюдать согласно шариату и адатам, отметил муфтий Салах Хаджи-Межиев на собрании богословов. В столичной центральной мечети сердце Чечни обсудили вопрос регламентирования свадьбы с целью искоренения нововведений. Все это сделано, чтобы исключить финансовые трудности, которые ложатся на стороны жениха и невесты. Адам Магомедов со своим мнением. С начала действия единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения в Чеченской Республике борются с нововведениями, которые не входят в обычаи народа, постепенно искореняются выдуманные традиции, в том числе не так давно справедливо запретили похищение невесты, и это только один пример. На встрече муфтия региона с многочисленными религиозными деятелями субъекта обсудили чуждые обряды в свадебной церемонии, которые некоторые пытаются выдавать за обычаи. Подобные излишества не входят в традиции народа и более того запрещены в исламе, говорит Салах Хаджи-Межиев. صون دقت دخول ناس عطيش صوت شوش عوج عيش أو منشي حياة حوش عيش أو منشي تصحنين تصحلوش ووش إذا تعجبتم صوت بوش تقدر تقالوش ناخد نتسوش Религиозные деятели, присутствовавшие на встрече, также выразили свое мнение и согласились, что обряды, не входящие в традиции народа и противоречащие исламу, необходимо искоренить. Решение было принято единогласно, и в дальнейшем за излишество в свадебных церемониях будут наказывать. После собравшиеся сделали дуа. استسمتي عودرك صوصت يز بوسوشنا استسمت سموية يز تانا إتصبيخش بول ترو يولش ناخن مس شيء قاعد ناخي قاعد دوما ميتي تان يولش ور يولش عش يولش زينة تاع أتوبات حمد أول دوش تو زود بيش والله دو كريديتش داخل يعني كريديتش صار دادل ديز ال صار سجتين دولشان أستول دوش دو دول زالوش صندل إيسخل ديل رئيس سويل بچان رمضان عجين هون تخيلوناج مسومتك خوجش سمنا чё днём чё сагатлуш дохер. Данный вопрос очень актуален и обсуждаем в народе. Жители региона в своем мнении отмечают, что свадебные обряды должны проходить по старинке в соответствии с чеченскими традициями. إتيق بخيتيق دحوشل چمدانش سيشر غيح ليليج غيح در الخيط ديلا مسيري ترونش أتونش بات يع ماري غيتيش صويو طبعا قش جوعد يوزل مسيري أتونش أرد عدوخسون روخص غيتي غيت دحيتات سيش إرين صوتش عد أحكي عليه شغلش دوي صوتش. هين سكيلو دوش هم شتعد خش يخيت ما يزود ماري خيتي يزود توتش سليلوش. حال غوي بري دايش كماليل دريق أجرجل دوش. خز إما بيرت كردوش أغور. دايوتشو يالو شارنا удобно долч أغور يالو يزعخيتسو. Крепкая семья – это основа здорового государства, поэтому руководством субъекта и уделяется особое внимание институту семьи. Благодаря работе единой концепции в 2023 году проведено 2810 бракосочетаний, а также воссоединена 2451 семья. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Курчаловском муниципалитете открылась уже вторая по счету современная библиотека нового поколения в селении Илсхан-Юрт. В качестве приглашенного почетного гостя в открытии приняла участие министр культуры Айшат Кадырова, который, как известно, уделяет большое внимание развитию и совершенствованию жизни, в том числе и в отдаленных районах. Современное многофункциональное здание полностью оснастили всем необходимым оборудованием. Оно сможет принять более 3000 читателей в год. Фонд модельной библиотеки составляет более 5000 новых книг. По всей республике функционируют 22 библиотеки модельного стандарта. Это места для проведения досуга и чтения как для детей, так и для взрослых.
Движение первых молодежных движений в России, созданное в 2022 году при поддержке президента страны. Об этом проекте рассказали ребятам в детском оздоровительном лагере «Светлячок». Оно дает возможности развиваться для каждого. Ее целями являются содействие проведению политики в интересах детей и молодежи, содействие их воспитанию и организации досуга. Слово Медине Мударовой. Движение «Первый» создано по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для укрепления связи между поколениями, воспитания гражданственности и патриотизма. Движение дает возможность найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и даже организовывать свои. Движение «Первый», отделения которого уже открываются каждый день в каждом уголке нашей страны. Председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи движения первых в Чеченской Республике является Ахмат Кадыров. Стоит отметить, что данный проект в регионе действует с февраля текущего года. С того момента прошло не так много времени, но отделение активно развивается и набирает все больше участников. Воспитанникам детского оздоровительного лагеря «Светлячок» рассказали об этом подробнее. Ваш отдых будет организован на самом высоком уровне. Вас ждет очень много увлекательных, активных мероприятий. Вы получите большой опыт встречи с интересными, успешными людьми. А мы постараемся укрепить ваше здоровье, чтобы с 1 сентября вы были полны сил и радости и приступили к учебным занятиям. Открытие профильной летней смены «Время первых» в лагере поспособствует популяризации деятельности движения. Воспитанники учреждения с удовольствием поддерживают эту инициативу. Движение первых по всей России, по всему миру. Участники смены выступили перед собравшимися с патриотическими песнями, стихами и танцами. Впереди ребят ожидает насыщенная программа, в рамках которой у них будет возможность развиваться по различным направлениям. Квест-игры, различные мероприятия, мастер-классы. Также по программе у ребят будут встречи с известными личностями Чеченской Республики, в ходе которого дети могут задавать им вопросы, как прямой диалог, вопрос-ответ. Общей целью данной смены является популяризация движения детей и молодежи среди молодежи, чтобы у них появилась определенная мотивация стать участниками. Если дети хотят стать участниками движения, они могут вступить в движение через первичное отделение, которое открывается во всех школах и образовательных учреждениях Чеченской Республики. Началу профильной смены рады и сами вожатые, они полны силы и энтузиазма. Мы очень ждали начала смены в нашем лагере, вот сегодня уже начало. Будем развивать детей, стараться направлять их по всем направлениям. Вот все, думаю, будет хорошо. В течение смены 450 человек изучат основную деятельность организации, их ждут яркие эмоции, а также возможность проявить свои лучшие способности. Медина Мутарова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. С исполнением гимна страны и республики под поднятием флагов открыли новую школу в станице Червленная. В учреждении созданы все условия для качественного образовательного процесса, где дети смогут раскрыть и развивать свои таланты. Возведен объект в рамках федерального проекта образования. Амина Тупилагова расскажет, насколько учеников предусмотрена школа. Здесь все ярко, красиво, все новое. Я уверена, что все дети будут учиться на отлично. Такие эмоции вызывает у учеников новая школа под номером 3 в станице Червленой. Чтобы разделить радость с учащимися, на официальное открытие прибыли почетные гости. Министр образования и науки региона Хошбау Дедаев, а также руководитель госавтоинспекции республики Идрис Черхигов, который является куратором 7-го сектора, то есть всего Шелковского района. В своей речи глава администрации вышеуказанного муниципалитета Альбек Бугаев отметил особый вклад руководства региона. Это очередной подарок нашему району от главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Данная школа отвечает всем современным стандартам. Уверен, что наши дети в знак благодарности Рамзану Ахматовичу еще более усердно будут учиться и продолжать путь нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Столь значимое для станицы событие было приурочено к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Именно он начал возрождение образования в регионе, и его вклад в это дело неоценим.
Самое главное, что такой значимый подарок оценили и сами ученики. Я рада, что открыли эту красивую большую школу. Здесь очень красиво, все новое. Завершая официальную часть, все присутствующие совершили дуа, после чего гостям провели экскурсию по учебному заведению. Общая площадь школы составляет чуть более 12 тысяч квадратных метров. Помимо уютных классов, в распоряжении школьников просторный актовый зал, спортзал, медпункт, кабинеты технологий для мальчиков и девочек и многое другое. Это помещение одно из любимейших практически в каждом учреждении. Столовая. Совсем скоро она заполнится детскими разговорами и смехом. Одновременно здесь смогут разместиться порядка 200 учеников. Состав преподавателей и прочего персонала укомплектован. Всего школа рассчитана на 600 мест, и набор учеников практически завершен. Событие стало праздником не только для них. حقيقة رقاشنا خزعبال بيش ميل والج بيل وجنا ده حقيقة بيرشن مصو غير سبق خزع الله ديل ريس خل خزع قميل حقنا иштвай мехдена. Строительство школы было начато в апреле 2022 года в рамках регионального проекта «Современная школа» федерального проекта образования. В ней созданы все условия, в том числе облагорожена и прилегающая территория, изменив в лучшую сторону внешний облик окраины станицы. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Новая школа на 360 мест открылась в селении Мекенюрт. Учреждение построено в рамках реализации мероприятий государственной программы развития образования. Оно будет носить имя основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки Хошбауди Дааев, глава администрации Натеречного муниципалитета Хамзат Хасанов. Мероприятие приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Имеется спортзал, столовая, актовый зал, предметные кабинеты с оснащенными лабораториями. Открытие позволило создать более 50 новых рабочих мест. خلوا غريات وحقيقي دور زمان شوا وين خزع صبوا كان لقيوا شو كان شكول مخل ياسر شكول شكا يا ورد قوارد ياسر ياسر اشتبان شليل واشترك ودا حسن يوم خصم شوين ويباش هو يا شتاهي باشكل شديش خلدات هي خرقواشن تبيشن داهي عام ده خلوا غريات В Грозном сотрудники регионального МЧС сдали кровь для пострадавших накануне в результате взрыва на заправочной станции в Махачкале. Сдача проходит в рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи». Для проведения донаций сотрудники посетили региональную станцию переливания крови. Сдача биоматериала осуществлялась в максимально комфортных условиях с использованием современного оборудования. Луиза Яхяева расскажет, сколько человек уже сдало кровь. Надо шварт дол, что его вору еще самочувствие долго. Перед тем, как сесть в это кресло, каждый сдает общий анализ крови и проходит беседу с терапевтом. Вес должен быть не менее 50 килограмм, стабильное давление, уровень гемоглобина не ниже 130. Также устанавливается наличие хронических заболеваний. К примеру, человек с проблемами сердечно-сосудистой системы не может выступать в качестве донора. Например, туберкулез – это абсолютный отход от донорства. А временное противопоказание – это на месяц после простуды, там, прием лекарств, в зависимости от того, какие лекарства, например, обезболивающие, это 3 дня отход от донорства. К большинству из этих ребят данный перечень противопоказаний не относится. Они здоровы и готовы прийти на помощь. В связи с трагедией, произошедшей на днях в Дагестане, в регионе запустили акцию. В ее рамках кровь уже сдали сотрудники Росгвардии и ГАИ. В стороне не остаются и обычные жители. По наблюдениям врачей из Грозненского центра переливания крови, ежедневно после трагедии в Дагестане сюда прибывают около 100 человек для сдачи крови. Также организовываются выезды, где желающие сдают кровь прямо на месте. Каждый, кому позволяет здоровье, хочет быть причастен к этому благому делу.
Дахтукаев Усман – один из неравнодушных. Его можно назвать донором со стажем. Кровь он сдает уже в 3-й раз. заслуженный донор России Здоровый человек может совершать до 4-5 донаций в год с перерывами в 2 месяца. Для тех, кто не имеет противопоказаний, 3 дня без обезболивающих, легкий завтрак с утра и личное желание – все, что нужно для того, чтобы стать донором. Луиза Ахьяева, Сейдалиан Пукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Учредительное собрание регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблеи народов России прошла в стенах Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Она создана в целях совершенствования государственной и национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. Основными направлениями деятельности Ассамблеи являются участие в реализации стратегии государственной и национальной политики страны на период до 2025 года, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов страны, соблюдение прав коренных малочисленных народностей. Руководителем регионального отделения избран помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Махмудович Дудаев. Чему способствует создание такой организации? Ассамблея, по сути, уже говорит о некой консолидации многонациональной России. Сегодня создание этой ассамблеи, этой организации позволит еще на уровень поднять работу, эффективность работы в сфере национальной политики, межнациональных отношений в нашей республике. В селе Джалка состоялся турнир по вольной борьбе и боксу. В общей численности более 200 спортсменов сражались за высшие ступеньки пьедестала. О радостях победы и горечи поражения Турпалали Тайсумов. 100 участников из разных районов субъекта сошлись на ковре. Они выявляют лучших в рамках республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей, посвященному 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это все само не по себе не пришло. Это то внимание, которое уделяет сегодня глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который сегодня воплощает в реальную, в жизнь те заветы, предложения нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования посетили сыновья начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипа Делимханова. Они сами активно занимаются спортом и пришли поддержать ребят. На ковре юноши показывают высокий класс. Во время финальных схваток дети проявляют осторожность при атаках. Любое неверное движение может стоить драгоценных баллов, каждая из которых определяет победившего и уступившего. В категории до 57 килограмм равных не было Мавлиду Салатаеву. В финале он одержал уверенную победу по набранным очкам. А еще здесь состоялся открытый турнир по боксу среди юношей. В 15 весовых категориях на ринге бились более 100 человек. Одним из чемпионов стал Саидмагомед Таймасханов. Он не оставил шансов сопернику в категории до 58 килограмм. По завершению всех схваток и боев почетные гости наградили победителей и призеров кубками, медалями и грамотами. От общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова также были вручены денежные призы. Турпалали Тайсумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.